Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашу личную жизнь. А тема будет такой: что от вас скрыто, чего вы не видите, не замечаете, но какие процессы происходят, и о них обязательно вам нужно узнать. Загадайте, пожалуйста, на себя, на свою личную жизнь, и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, знаете, мои хорошие, эта цепочка подойдет тем, кто сейчас совершенно без отношений. Либо в момент, когда вы смотрите эту отсыпку, с вами рядом нет вашего любимого человека. Здесь про одиночество, про ощущение, что вы одна, что вы никому не нужны, что в жизни нет любви, нет нежности, нет счастья. Либо страх, да, страх остаться без любви, без счастья и глубоко одиноким, ненужным человеком. Если у вас в жизни все хорошо, если любимый рядом, то эта отсыпка просто не ваша. Не ваша. Здесь сердце желает любви, хочет любви, но любви нет. Вот в реальной жизни любви просто нет. Да больше для таких девочек подойдет, для таких женщин. А все остальные, мои хорошие, переходите на другие видео, либо на другие каналы. Просто не для вас и не про вас. Смотрите, чего вы не знаете. Во-первых, вы не знаете, что есть человек, который вас по-настоящему искренне любит. Человек, который, либо совсем рядом с вами находится и, грубо говоря, смотрит на вас и молчит, вздыхает по вам. Либо человек сейчас где-то, совсем далеко от вас находится. Но и в том, и в другом случае у человека нет возможности к вам проявиться. Либо человек уверен, что вы его не примете, не согласитесь, откажете. Либо человек не имеет права, да, например, женатый человек. Либо человек в какой-то тяжелой жизненной ситуации. Да, человек говорит: я не имею права. Понятно, что вы все разные, и тут не один мужчина на всех вышел. Здесь идет именно конкретная информация для девушки, которая считает, что ее никто не любит, что она никому не нужна. Вот прямо говорят, что неправда, это неправильно, да, не о том ты думаешь, есть любовь, и ты любима. Просто вот такое стечение обстоятельств, да, что человек не может здесь и сейчас о своих чувствах тебе рассказать. Не может. Вот как запрет у него там стоит. Да? Либо не имеет права, потому что не свободен, либо у вас конфликтная ситуация, и человек молчит, либо человек еще, допустим, не в том положении, да, там, финансовом положении, чтобы к вам прийти и что-то серьезное вам предлагать. Да, ведь разные ситуации бывают. Там, человек обанкротился, либо человек там, в долги попал. И понятно, что он не придет и не начнет за женщиной ухаживать. А что он вам может предложить? Разделить с ним его долг, либо его кредит? Нет, конечно. Поэтому, мои хорошие, есть тот, кто вас по-настоящему искренне любит. Вот его показали. Он думает о вас, он мечтает, он посылает в вашу сторону свои флюиды, да, флюиды любви. У кого-то даже из девочек отыграется, что человек за вас молится, да, чтобы у вас там все хорошо было, просит Создателя вас уберечь, сохранить, да, вот, чтобы все хорошо у вас в жизни было. Прекрасно, по-моему, это прекрасно. Хороший человек о вас думает. Знаете, может быть, прошлое у этого человека не самое блестящее, не самое лучшее, но в моменте здесь и сейчас человек очень проработанный, да, много над собой работал, может быть, сам с собой, да, может быть, там, при помощи психолога,
может быть, там при помощи других людей, да, там открывали ему глаза. Человек от многого уже отрекся, от нехорошего, там, ненужного в виде, там, не знаю, там, сигарет, алкоголя, может быть, каких-то там азартных пристрастий. При этом человек, который он ищет дорогу к вам, дорогу к вашему сердцу. Но на это еще потребуется какое-то время. Человек вас знает, и вы, кстати, знаете этого человека. По крайней мере, глаза ваши его видели. Ну а у кого-то отыграется, что да, действительно, у вас даже могли быть и отношения с этим человеком. Но так случилось, что сейчас вы не вместе и даже не общаетесь. Человек постоянно за вами как-то наблюдает, как-то следит за вами, изучает вас. Да, очень, кстати, переживает за вас. Постоянно какие-то страхи у этого человека по поводу вас. Чтобы с вами ничего не случилось, либо чтобы вас никто не увел прямо из-под носа у него. Такие мысли есть. Ну а в целом человек хочет любви с вами, любви и счастья. Давайте я на оракуле еще посмотрю по поводу этого человека. Но вы его точно видели, а кто-то 100% знает, и даже вы вместе были. Так, я хочу узнать, кто этот человек, какие-то подробности. И я хочу еще на действие этого человека посмотреть. Так, ну, человек благородный вышел. Человек благородный, ориентирован на семью с вами, на совместное счастье. Вы для этого человека, ну, идеальная женщина, самая лучшая половиночка. Вы прекрасны во всем. Вы прекрасная хозяйка, вы прекрасная любовница. Вы лучшая из женщин, понимаете? Только с вами он видит счастье. Вы его счастливый случай. Вы его билетик в рай, понимаете? Вот так он к вам относится. Такой он вас видит. Смотрите, какая красивая женщина. Вот тут и гнездышко, и птичка, и единорог, и какая идиллия нарисована. Вы для него олицетворение счастья. Вот так вот, мои хорошие. Действовать он пока не будет в ближайшее время. Я загадывала себе на месяц. К сожалению, он будет только лишь за вами следить, он будет одевать какие-то маски, либо и дальше играть эту роль равнодушного человека, да, вот, молчуна, либо равнодушного, но при этом, видите, со всех зеркал, со всех окон он будет за вами наблюдать. Знаете, как такой незримый ангел-хранитель. Он готов будет броситься вам на помощь, не дай бог, там, не приведи какую-то ситуацию, но при этом пока он тебя не может перед вами раскрыть. Какой-то есть запрет. Вот нельзя и все. Либо не свободен, как я уже говорила, либо не имеет права, ну, не с чем, да, не с чем к вам прийти, нечего вам дать. Так, но ситуация рано или поздно раскроется. Раскроется, причем вы совершите какое-то действие, потому что ключ в ваших руках, которое спровоцирует этого человека на активность, на то, чтобы рассказать и выйти из тени, да, как говорится, выйти из тени, рассказать о своих чувствах. Это будет, но будет немножко попозже. Немножко попозже. Девочки, на самом деле, кстати, по вот этой карте, здесь не один мужчина, который стал, который навеки отдал вам свое сердце. Вы ни одного человека покорили, ни одного. Видите, сколько у женщины ключиков на груди висит. Но вам они не нужны, это ваше прошлое. Вам нужен этот ключик. Новое, вам нужно новое. В новое, либо по-новому, либо с новым человеком. Вы раскроете эту тайну. Вы совершите какое-то действие, которое спровоцирует этого человека. И он уже не сможет молчать, он придет и будет говорить о своих чувствах, о своей любви. Так, еще хочу посмотреть, что у меня здесь на конце колоды. Ну, нити судьбы его ведут к вам, видите? Вас к нему, а его к вам. Смотрите, видите, вы будете в паре с этим человеком, только немножко попозже. Вот она, путеводная звезда над вами горит. Вот, она есть над двоими. Не для одного светит, на двоих светит одна путеводная звезда. Вы с ним будете вместе, только чуть попозже. Кто
Кто с бывшим будет восстанавливаться, потому что есть такая информация, что может быть ваш бывший, который в свое время как не понял, не оценил, а теперь сидит и локти кусает. Девчонки, ну что-то делаете, провоцируете, он бежит к вам и все. Он там вымаливает ваше прощение, он поменялся, он стал совершенно другим человеком, он стал положительным персонажем. Вы это увидите, вы в этом убедитесь, вы его простите. Здесь как бы восстановление, возобновление. И, как говорится, все двери для вас открыты. У кого отыграется новый человек, особенно если, например, не свободен сейчас, либо где-то находится далеко-далеко, то, девочки, опять же, да, ваши действия и человек просто вот радикальное решение принимает и едет к вам, вот бросается к вашим ногам, делает вам предложение. Да, там и развод может быть, и переезд может быть, что угодно может быть. Да, человек вот радикальное решение будет принимать. Какое действие вы сделаете, я не могу сказать. У вас слишком много, вы все разные. Но вы придете к этому. Вы к этому придете, вы поймете. Либо это будет произвольно, спонтанно, либо вы действительно вот посидите, подумайте, вот прям что-то захочется сделать, и вы это сделаете. И это запустит вот эту перемену прекрасную. Вам вообще по судьбе быть счастливой. А на ближайшее время, на ближайшие 3 месяца, я вижу, что любовь войдет в вашу жизнь. Вы будете в паре, вы не будете одна. Причем пара очень счастливая. Смотрите, вы любите и любимый в ответ. Так идет мне. То есть двойная любовь, усиленная идет. Человек прям ваш человек, что тут скажешь. И я еще вижу, что этот человек как-то будет в вас складываться. Либо деньги на вас будет тратить, знаете, много денег тратить, либо вкладываться в какие-то ваши ситуации, в какие-то ваши проблемы, то есть оказывать вам финансовую поддержку. Это будет. Так, и еще один момент, про который я должна сказать. Здесь какая-то женщина, то ли соперница, то ли враг. Женщина, которая стала причиной каких-то ваших бед и неприятностей в жизни. Либо она вам их создала, да, то есть в прямом смысле слова, там, разбила семью, либо не знаю, там, порчу какую-то на вас сделала, либо, может быть, вообще вам там судьбу перебила, да, своими действиями. Неважно, важно, что она начнет платить слезами за свои поступки перед вами. Вот прям слезами, в прямом смысле слова. Настолько ей будет хреново, что она прям будет рыдать. Рыдать, и вот эти слезы, они будут оплатой за ту боль, за ту беду, которую она вам принесла и причинила. Эта женщина, скорее всего, тоже появится у вас на пороге, но чуть попозже. То есть не 3 месяца, чуть попозже. Там, может быть, 3 месяца и 2 дня, да, 3 месяца и 3 дня. Она появится на вашем пороге с тем, чтобы вы ее простили и отпустили ей ее прегрешения. Я понимаю, что вы сейчас очень агрессивно к ней настроены. Понятно, что соперница, вражина, там, порчи делала. Вы не хотите ее прощать. Но она придет настолько жалкой, настолько униженной, такой, знаете, помятой, не знаю, больной, у кого-то отыграется, что вам действительно ее станет жалко. Вы можете ее простить, вы можете проявить это благородство, но только ничего ей не давайте. Ничего, вам, может быть, захочется ей что-то дать, либо там накормить ее, напоить. Не делайте этого, не пускайте ее в свой дом. Ни в коем случае. Вот такое прям предупреждение вышло. Сейчас она на высоте, как говорится, на коне, но буквально, да, буквально тут совсем ничего, и она уже будет раздавлена этим конем, копытами этого коня. Вот так вот ее жизнь прям как-то перевернет. Причем это так резко произойдет, что никто не успеет даже испугаться. То есть, знаете, как ты человека видишь, бац, нет человека. Да, либо там человек ходит такой сильный, мощный, раз, и все, сгорел за 1 секунду. Какой-то фатум ее ждет, причем необратимый. Даже если вы ее простите, все равно ей лучше не станет. То есть она очень долго будет расплачиваться за то зло, которое она вам причинила. Так, и еще один очень важный момент связан, не знаю, с беременностью, с рождением.
наверное, больше подойдет девчонкам, которые постарше, которые почему-то на себе там крестик нарисовали и говорят, ну все, типа отстрелялась, да, мне уже там не до детей, да, либо там возраст, кто-то уже к климаксу готовится. Но если вы себя узнали в этом описании, девочки, спешу вас обрадовать, у вас идет поздняя беременность по большой любви. Вот как хотите, так и принимайте эту информацию, вам еще рожать. Бояться не стоит. Бояться абсолютно не стоит. Здесь беременность идет очень такая, знаете, во-первых, осмысленная, во-вторых, по большой любви, а в-третьих, тут ангел защищает, понимаете, ангел защищает и вас, и ребеночка. Легкая беременность будет, вот, прям и легкая, и комфортная, и родите, даже как и напрягаться не будете. Вот прям так все у вас идет, как-то прям идеально. Тут такой вот момент. Так что имейте в виду, кто там не принимает, не пользуется мерами контрацепции с любимым человеком, да, как начнется у вас любовь-морковь, будет беременность. Так, и еще хочу для вас посмотреть советик. Потому что, видя ваше состояние в сегодняшнем дне, такой вот несчастной, разбитой и очень одинокой, я хочу для вас взять совет. Что вам посоветуют высшие силы, что посоветуют вам оракулы. Здесь первая карта просто гениальная. Смотрите. Ангелы с вами. Ангелы всегда рядом. Ангелы очень за вас переживают, заботятся и вас по жизни направляют. В самые сложные минуты. Минуты, когда хочется реветь, я не знаю, хочется там головой об стенку биться, либо минуты жуткой апатии. Девочки, помните, что вы не одна. Не одна, и одна никогда не будете. С вами рядом всегда ваш ангел-хранитель. Да, опять же, дух вашего рода. Они всегда рядом с вами, всегда направляют, всегда помогают, всегда готовы за вас заступиться. Знайте это, не забывайте. Следующий момент. Ну тут девочка по часиками. Часики тикают, да, время неумолимо. Но при этом это время, оно не делает вас, например, старше. Оно не делает вас там более какой-то, не знаю, там, невзрачной, либо больной. Девочки, наоборот, это время, часики тикают и приближают момент вашего счастья. Вашего счастья, когда вы абсолютно счастливый человек. Счастливый в жизни, в любви, в деньгах, да, во всех радостях и благостях. Часики тикают. У вас тут даже счастливые цифры. Шестерочка подарит вам наибольшее счастье. 6 число. 6 часов вечера, да, вот старайтесь всегда обращать внимание на часы. Вот в 6 часов для вас прям самое идеальное время идет. Ну и последний аркан — это про знания, это про науки, это про опыт и про талант. Девчонки, вы очень умные девочки, женщины. Да, часто, кстати, в комментариях читаю, обижаются мои хорошие зрительницы, когда я их называю девочками. Но мы все девочки, Господи, ну кто из нас мальчик? Все девочки, все родом из детства. Не обижайтесь, пожалуйста. Смотрите, здесь говорят о том, что вы обладаете какими-то уникальными, специфическими знаниями. Вы обладаете тем, что другим, как говорится, даже и не снилось. И здесь вас больше как призывают, да, применить свои знания, применить свои навыки, не бояться показать свои таланты, а действовать ярко, блестяще и, знаете, точечно. Поищите себя. Вы обязательно найдете свое место в этом мире под солнцем. Обязательно его найдете. Ваши знания нужны людям, либо востребованы именно сейчас, в это самое время. Если вы хотите не только, например, там, реализоваться в работе, в карьере, не знаю, какую-то должность получить, но и приносить пользу людям, вот пришло время делиться тем, что вы знаете. Очень, кстати, интересно, может быть, в комментариях напишите, что за знания, что за навыки. Сейчас они очень будут востребованы. И именно ваши знания, вот как вы это понимаете, умеете и реализуете. Поищите себя, вы обязательно найдете. Обязательно, 100%. Так, горевать не надо, надо работать, надо активничать, надо себя продвигать, мои хорошие. На кону у нас тут семейное счастье, на кону у нас любовь, но у кого-то беременность. Ну, а враги ваши будут плакать и в прямом, и в переносном смысле. Да, время перемен, время
Знаете, когда каждый получает свое, каждый получит. Мои хорошие, пожалуйста, не грустите. Знайте, что вас любят, что вы любимы, и скоро вы полюбите в ответ. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.